тем, кто онлайн. С вами Анна Дергаусова. Специально для тебя все самое интересное и актуальное в реальном времени. Сегодня ты увидишь. Покорившие вершины бизнеса о молодежном предпринимательстве в рубрике «Сверхразум». Виртуозное владение светом за пару минут. Мастер-класс для любителей экспериментов. Хореография как образ жизни, актерство как хобби. Танцевальная команда «Пятый угол» о танцах и не только. Они давно поняли, что тратить время впустую глупо. Вместо прозябания на улице, кафе и барах они осваивают рынок Бурятии. А если и посещают салоны и рестораны, то, как правило, свои. Не стоит завидовать. Пора проснуться и начать свой путь в бизнесе. Что же это такое молодежное предпринимательство? Точнее, кто такой молодой предприниматель? Чтобы ответить на этот вопрос, я познакомилась с молодой, но уже успешной девушкой. Это Марина. Она директор студии солнечного макияжа. К бизнесу она пришла не так давно, но стремительно. В апреле возник замысел проекта, а в июле он уже был запущен. Вообще изначально началось с того, что я не загораю. Никакой загар ко мне не липнет. Вот попробовала как-то раз сама моментальный загар. Мне понравилось. И решили, что нужно самим все это делать. Зачем ходить кому-то, когда можно открыть самим? Действительно, зачем ходить кому-то, когда можно открыть свое дело? Тем более, что на сегодняшний день созданы все условия. Микрозайм, банковская гарантия, возможность стать резидентом бизнес-инкубатора и еще свыше 10 видов государственной поддержки. Молодые предприниматели могут сегодня получить государственную поддержку разных форм, но в то же время для нас является особенно важным воспитание жизнеспособного бизнеса, в том числе молодежного бизнеса. То есть для нас стоит задача научить молодых людей заниматься бизнесом, дать ему предпринимательские компетенции, для того, чтобы он сам был в состоянии дальше вести свой бизнес. Разумеется, это является реальной помощью для молодых людей, желающих начать свой бизнес. Как правило, на их пути стоит первоочередная проблема – где взять деньги. Марина не побоялась ответственности и воплотила в реальность свою мечту. Мечту многих девочек – создавать красоту. Мне нравится здесь работать. Меня вообще устраивает делать людей красивыми. Я счастливый человек. Я думаю, что если стремиться к чему-то, всегда можно добиться. Как говорится, если захочешь, найдешь возможность, захочешь, найдешь причину. Я хочу, и я ищу возможности. То, что в студии занимаются созданием красоты, понятно. А вот как происходит этот момент, попробуем выяснить. Здесь мы делаем загорелых красоток. С помощью него происходит все это чудо. Здесь это специальный аппарат. Он у нас самый новый. Пока лучше него еще ничего не придумали. Специально есть пистолет для нанесения пилинга. Вот. Потом, когда человек высыхает, и сюда заливается лосьон. И уже с помощью вот этого пистолета происходит все это действие. Человек преобразуется и становится загорелым. Все очень ровно и аккуратно. Марина всегда считала, что прежде чем заниматься красотой человека, нужно пройти обучение. Я ездила в город Санкт-Петербург, в Академию Загара, проходила там обучение. Мне там все рассказали подробно, такие нюансы. Неважно, в какой области ты развиваешься, главное – твоя компетентность в любом вопросе. А для этого придется и груды книг перелопатить, и прослушать не одну лекцию в сфере бизнеса. Так, например, запущенная в этом году программа «Ты предприниматель» позволит каждому желающему и перспективному пройти обучение абсолютно бесплатно. Разработанная нами программа, она как раз и позволяет, помимо получения стартового капитала, получить молодым людям профильное образование, которое будут давать специальные бизнес-тренеры. Помимо этого, лучшие получат грант в размере 300 тысяч рублей. Общий грантовый бюджет проекта «Ты предприниматель» – 15 миллионов рублей. Бурятию на конкурсе «Молодой предприниматель» в Сибирском федеральном округе представлял Сергей Брыков, который уверенно одержал победу. На сегодняшний день Сергей – успешный молодой человек, который давно уже понял, что хочет от жизни, и уверенно идет к своей цели. Сергей, а вот как вы начали свое дело? Ну, начали мы свое дело с того, что мы хотели сделать, в первую очередь, что-то хорошее. То есть не только заработать деньги, но и это всегда должно оставаться одной из главных целей, в первую очередь, потому что иначе, я думаю, что стремление в бизнес не получится никакого. Потому что, в первую очередь, задача бизнеса – это зарабатывание денег. И это надо понимать сразу на первом этапе. Бизнес – вещь многогранная. Часто начинать большие проекты приходится с малого. Как правило, с того, где не потребуется особо крупных вложений. Вот и Сергей начинал свой путь с организации мероприятий. Небольшой мини
увлечения есть у каждого. Кто-то может что-то мастерить, кто-то может что-то вести, но вот как бы наша бывшая школа КВН дала нам возможность участвовать в таких некоторых мероприятиях. Вот, на них мы заработали свой первый небольшой капитал, который впоследствии уже перерос в ресторан доставки японской кухни. Несмотря на достаточно большую площадь, суши-бар открывался поэтапно, поэтому каждая деталь была четко выверена. С чего начиналось, так сказать, благоустройство вот этого бара? Ну, вообще, это было офисное здание, и нам, как бы, наша задача была частичку сюда добавить ощущение уютности, но при этом, как бы, оставить японскую атмосферу. Сереж, вот, в принципе, какая сложность стоит перед молодым человеком, который начинает свое дело? Который хочет начать? Самая первая сложность перед человеком, который хочет начать, это начать. То есть нужно пойти, взять документы, зарегистрироваться, как положено, да, и, собственно, начать свое дело. Занять денег, влезть в эти долги, потому что есть такое, как бы, поверье, да, то есть неофициально, но тем не менее, чем больше у тебя долгов, тем у тебя лучше работает голова, и это на самом деле абсолютная правда. Я начал работать еще на первых курсах института, то есть я считаю, что это то время, когда нужно уже действительно пробовать свои силы. Я начинал с раздачи флаеров, после этого работал и в костюме промоутером. Начало было у всех разным, и как по-разному, но все же похоже складывалась судьба молодых людей в предпринимательстве. Например, Самбучек Дуров – молодой предприниматель, занимающийся производством ортопедических матрасов. Еще со школы он понял, что его призвание – бизнес. Продавал жвачки, там, киндер-сюрпризы, мороженое летом. Где-то успешно, где-то мороженое таяло, где-то там жвачки, скажем, куда-то терялись, там, кто-то там, может быть, своровал одноклассников и тому подобное. Были горести, были там удачи, неудачи, но это опыт. Самое главное. Потом в зрелом возрасте более-менее 13-14 лет также продавал мясо на рынке. То есть ездил в деревню, закупался мясом, нанимал машину, приезжал на рынок, рубил все сам. К 8 утра уже все раскладывал и продавал. Для 13-летнего подростка подъем в 5 утра – невыносимое испытание. Но Самбу твердо знал, что ему нужно. Хотелось зарабатывать деньги. А для этого понимал, что необходимо много работать. И сейчас производство матрасов является ведущим на рынке Бурятии. Благодаря слаженной работе компании создано свыше десятка рабочих мест. Причем штат постоянно растет. Нужно быть, во-первых, дисциплинированным. Если ты утром рано ты не встанешь, значит, у тебя вечером денег не будет. Не ходить там по дискотекам, по еще чему-нибудь, там, не болтаться. Как у нас модно сейчас пиво пить по вечерам. А надо знать, что завтра надо к этому готовиться. История каждого уникальна, но из всего вышесказанного ясно одно. Главное – начать. Начать взрослую жизнь, зарабатывать деньги, не бояться работы. И еще понимать, что придется пройти через многое. И как Марина самим красить стены, стелить пол и подбирать интерьер. Как Сергей успевать совмещать массу дел. Как Самбу не жалеть собственных сил и идти к своей цели, поднимаясь вновь и вновь. Молодым предпринимателям пожелал бы не сдаваться, найти дело, которое им интересно, продвигать его, конечно, настраиваться на выигрыш. Один мудрец сказал, прежде всего следовало бы учиться тому, что необходимо, затем тому, что полезно, и, наконец, тому, что служит для услады жизни. И если тебе это необходимо, полезно, еще и доставляет удовольствие, тогда специально для тебя и только онлайн рубрика «Действуй». Мы решили провести эксперимент. Сможем ли мы овладеть тем, о чем давно мечтали, за 3 минуты? Желание сохранить красоту быстротечной жизни создало удивительный вид искусства – фотографию. История которой – это зарождение и воплощение в жизнь мечты о длительном сохранении изображений окружающих нас явлений и событий. Один из самых ярких и бурных этапов развития современной информационной технологии. Только оглядываясь на прошлое фотографии, можно оценить то огромное влияние, которое оно оказало на ход современной культуры, науки и техники. Фотография – это запечатленный момент жизни, который сегодня стал невероятно популярным и доступным увлечением. Научиться профессионально фотографировать мечтают многие. И мы решили попробовать овладеть этим искусством за несколько минут под руководством молодого перспективного фотографа Павла Будаева. Скажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься фотографией? Профессионально я уже занимаюсь 4 года. А как ты понял, что фотография – это твое? Это все было с самого детства, когда я начал снимать на видеокамеру. Потом лет 7 назад я
я перешел на фотокамеру. То насколько сложно научиться фотографировать? Обучиться несложно, главное, чтобы видеть картинку. Или можно снимать на обычную мыльницу, не обязательно профессиональный фотоаппарат. Нужно годы практики, чтобы идеально овладеть фотоискусством. Можно сделать первые шаги, ну, например, также за один день можно пройти мастер-класс у какого-нибудь хорошего фотографа, который это все будет сделать. И ты научишься, например, за месяц, за 3 хотя бы правильно ставить человека и правильно ставить картинку. Паш, ну может быть ты как профессионал дашь нам несколько уроков? Да, конечно, пройдемте. Перед тем, как приступить к фотосъемке, нужно понять, из чего состоит фотоаппарат и функциональное предназначение всех этих бесконечных кнопочек. Фотоаппарат состоит из тушки, оптики и вспышки. Я настраиваю картинку, фотографию. То, что я вижу, будет отображаться на экране. Сейчас картинка темная идет, хотя солнечная погода. Настройки все идут вручную, через мануал. Например, настроим скорость затвора. Затвор фотоаппарата – это невидимый, но особо важный элемент фотографической системы. Именно он позволяет контролировать время захвата изображения фотокамерой. Сейчас можно настроить скорость затвора. Получается, она стоит 1/100 секунды. Можно поставить на 1/500 секунды, и картинка будет как в реале, как мы видим. Можно уменьшить диафрагму. Сейчас стоит 5,6, чтобы было ярче, и фокусное расстояние, чтобы было меньше, можно поставить на 2,8, например, да? Еще одно важное понятие – ISO. Это светочувствительность фотокамеры к свету. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность и тем больше шумов у вас на фотографии. Хотите получить качественное фото – старайтесь использовать низкое ISO. То есть настройки при нашем дневном свете должны быть 1/500 скорость затвора, диафрагма 5,6 можно поставить, чтобы не мучиться с фокусом, и ISO 100. Можно настроить фокус при помощи объектива, при помощи этого кольца. Фокус на каком-то либо предмете должно быть. Чтобы получить хорошие снимки, не обязательно иметь дорогой фотоаппарат. Немаловажным является правильная настройка. Некоторые аппараты имеют сюжетные режимы – спорт, портрет, ночная съемка. Ничего сложного нет, нужно просто повернуть рычажок на нужный уровень, и фотоаппарат все сделает за вас. Красивое фото готово. Если вы только начинаете фотографировать, то вы можете перейти на режим спорт. Вы можете снимать на этом режиме моменты улыбки, бега, прыжков. Получается, момент спорт. В принципе, я начинал, когда у меня была мыльница, я ставил на спорт и снимал спортивные мероприятия. Итак, от слов к практике. Изучив все термины и особенности, мне уже не терпелось приступить к съемке. Ну что ж, как оказалось, научиться можно всему. Главное – желание. Это была рубрика «Действуй». Оставайтесь онлайн. Танец – это полет мысли, фантазии, полет души и тела. Уже давно замечено, любую проблему можно решить танцуя. Наши герои поняли это давно, поэтому танец для них намного больше, чем жизнь. Сегодня у нас в гостях шоу-дэнс-группа «Пятый угол». Танцевальная группа «Пятый угол» образовалась в 2003 году под руководством молодого талантливого танцора, выходца театра «Байкал» Алика Санджиева. Коллектив группы с национальной программой уже покорил почти все европейские площадки. Смешанный стиль, миксованная музыка, бесконечные эксперименты и постоянная работа над сценическими образами. Все это шоу-дэнс группа «Пятый угол». Какие у вас планы? Группа наша уже примерно 8 лет. Мы занимаемся хореографией и делаем такие вещи, не похожие, не просто танцы, например, бурятские или русские, или казачьи. Мы смешиваем разные жанры, планы, то есть и танец, и акробатику. Получается, у вас есть образование, вы получали специальное образование, да, хореографическое, или артист что-то вы заканчивали, или как? Или это само по себе у вас как-то пришло? Я закончил училище культуры и искусств, сейчас оно музыкальное училище. Потом Академию культуры и искусств в заочном отделении на преподавателя уже. Закончили все это дело профессионалов в плане культуры.
Нас обучали работать именно как консерватор, как дают по школе, так обучали. Но, если честно, мы просто хотели бы работать немножко по-другому, немножко экспериментируем, немножко что-то меняем, что-то делаем. Хотелось бы немножко сделать какое-то новшество, какую-то своеобразность, внести свою лепту. Здесь ездили, в принципе, получается, полмира. Вся Европа, везде побывали в Азии, много где были, много что посмотрели. Почему вы остаетесь здесь, допустим, работать, продолжать у нас в республике? Я считаю, кто-то должен поднимать культуру, например. Мне нравится этот город, я думаю, что у него много дальнейших развитий будет. И чтобы культуру здесь никто не забывал, что родину кто-то должен поднимать. Понятно. Значит, вы считаете то, что у нас здесь, в Бурятии, работать это достаточно перспективно? В основном у нас в культуре работают в основном фанатики. В основном люди, которые просто любят свое дело. Если ты работаешь, то хлеб ты всегда заработаешь, по крайней мере. Будьте онлайн! Все гениальное просто. Главное начать, творить, действовать и идти к своей цели. Не забывайте быть онлайн. До встречи!